для нас имя Баки Идрисович – это личность, это неисчерпаемый на самом деле такой источник и знаний, и нашего богатства, и нашего наследия. И вот чем больше его изучаешь, чем больше проникаешься в его произведения, в его биографию, в его творчество, тем кажется, что, в общем-то, это такой бесконечный источник, который, я думаю, что будет нас питать очень многие годы, и, наверное, десятилетия, а может быть и столетия. И было бы очень здорово, если бы это было так. И вот действительно, я сегодня расскажу вам именно действительно штрихи к портрету Баки Идрисовича Урманче, потому что понятно, что за часовую лекцию объять его творчество, объять его биографию совершенно невозможно, потому что художник прожил достаточно хорошую, длинную жизнь. Он родился в 1897 году здесь, в Татарстане, уроженец Буинского района, как сегодня уже мы говорим. А закончил свои дни тоже здесь, в Казани. Но вот этот виток практически векового диапазона, он включал в себя большое количество и географических точек, и, конечно же, вобрал в себя огромное количество тех впечатлений, которые легли потом в основу всего его творчества. Итак, Баки Идрисович Урманче, вот здесь я привожу его портрет, вот он, кстати, как раз здесь, перед вами. Вот чем хорошо, что мы находимся среди его работ. Некоторые работы будут у меня повторяться и в презентации, но вот здесь показывается его облик, да, в 1934 году. Это время, когда он жил уже в Москве. Я буквально пробегусь, назову только несколько этапов от его биографии начальной, да, когда он в 1913 году вначале пытается подойти к Казанской художественной школе, именно подойти, потому что он не решается буквально переступить ее порог, потому что это была для него какая-то такая действительно очень невероятная высота, которую он хотел взять, но еще робел и не имел, наверное, каких-то внутренних сил, чтобы преодолеть вот этот порог этой школы и сказать себе: да, я могу сюда поступить, я могу здесь учиться. И это случается в 1919 году, когда за его плечами уже большая такая школа, жизненная школа, хотя он еще очень молод, ему буквально 22 года, но он уже, вернее, да, 22 года, и он уже был и инструктором в Глазове, и на шахтах Донбасса проработал. То есть у него за плечами большая трудовая биография. И да, он прошел и служил и в рядах царской армии. То есть вот буквально это невероятная биография, которая включала в себя вот такие невероятные зигзаги его жизни. Вот здесь мы видим Казанскую художественную школу, правда, это уже 30-е годы. Именно тогда, вот там, видите, внизу подписано, если это видно, конечно, это уже институт инженеров коммунального строительства. К сожалению, Казанская художественная школа была фактически повержена в 20-е годы. Это случилось буквально в 26-м году, когда правые и левые, была страшная борьба, и фактически вот в этой борьбе, в этих склоках АХР, Татарская ассоциация художников революционной России, и Левый фронт, в этой грызне, в этой борьбе своей, они теряют не просто здание, да, вот это здание, целиком специально построенное для именно Казанской художественной школы в 1903 году, они теряют и вообще художников, они теряют искусство. И фактически вот эта деморализация, которая наступает именно в 26 году, она затем становится очень таким фактором, значимым фактором для последующего развития татарского искусства. Но именно в 26 году Урманче приезжает в Казань после Вхотемаса. Он его заканчивает, правда, не защитив диплома, потому что тогда в то время это было вполне приемлемо. Вернее, диплом он защищает, но он не получает удостоверения, и он едет в Казань, он спешит сюда, потому что до него доходят слухи, что в Казани происходят совершенно невероятные события именно вот в художественной жизни, что фактически учебное заведение находится в состоянии не просто стагнации, а в состоянии разрушения. И оно уже переименовано в это время в Казанский театральный художественный техникум. И Урманче берется за преподавательскую деятельность. Он становится завучем по учебной работе, и его главной задачей становится привлечение татарской молодежи. Кстати, это будет потом
Его тоже большой задачей в Казахстане, когда вот мы будем говорить с вами о казахстанском периоде его творчества, это же цель, это же как главная задача для него кадры, национальные кадры. И он сокрушается. В 26 году, казалось бы, уже происходит почти 10 лет революции, да, почти 10 лет проходит с того момента, когда, так сказать, уже все силы направлены на то, чтобы народ, люди из народа и представители любой национальности могли учиться. Тем не менее, притоков Казанского художественно-театральный техникум был совершенно, именно национальных кадров, именно татарских кадров, был совершенно незначительный. Это были буквально единицы. Ну и вот здесь одна из работ. Вот она в оригинале, ее можете видеть. Это работа у сепаратора. Это одна из знаковых работ его казанского периода, когда он здесь работает. Это буквально очень короткий период, с 26 по 29 годы. Но он буквально не просто восстанавливает учебный процесс, учебную жизнь в этом учебном заведении, и привлекает действительно татарскую молодежь, и выходят его ученики уже в большую жизнь, как художники. Он еще и воссоздает керамическую мастерскую, вернее, он ее создает на новом месте, бывшую Пестричинскую керамическую мастерскую, он перевозит. Вернее, оборудование было привезено Гавриловым, это был ректор Архумаса. И вот в заброшенном состоянии оборудования он его реанимирует, он находит мастеров, он обращается в пестрецы и фактически еще и выписывает конечно же, обращается и в Москву к известным нашим керамическим центрам, это Дулево, и работает вот буквально в переписке, я это видела, эту переписку в нашем национальном архиве, но вот здесь я ее пока не привела. И он воссоздает эту керамическую мастерскую. То есть за 3 года человек сделал громадное количество работы. И, конечно, его перспективы были связаны только с Казанью, исключительно. Он себя не мыслил без Казани, без Татарстана, без татар, без миссию свою. Он, видимо, тогда уже понимал, что вот он один из первых, кто получил высшее художественное образование. Он, естественно, его направленность на изучение Востока, она шла тоже параллельно. Он учился и в Хутумасе, и посещал Восточный институт, и изучал, конечно, восточные языки, европейские. То есть он был, конечно, таким полиглотом. И свою миссию он уже понимал тогда, будучи абсолютно еще совершенно молодым человеком. Но судьба распоряжается иначе. В 29 году он репрессирован за его, опять-таки, очень такую великую гражданскую позицию. Он подписывает вместе с 82 подписантами во главе с Галимжаном Ибрагимовым знаменитое письмо 82 за сохранение арабицы против латинизации татарского алфавита. Почему это было страшно для татарской культуры? Потому что весь многовековой пласт татарской культуры, средневековой литературы, все это уходило в небытие. И, к сожалению, это так и случилось. Латинизация была принята, но Урманче и многие из этих подписантов, этих его коллег, которые были вместе с ним, они, конечно, очень многие пострадали. И вот 1934 год. Урманче, он выпущен из Слона, это Соловецкий лагерь особого назначения. Сначала он думает вернуться в Казань, но реабилитации нет, клеймо на нем, оно также за ним, так сказать, как, так сказать, черный шлейф. Приехать в Казань, и вот в его воспоминаниях он говорит, что если бы он вернулся в Казань, его бы снова взяли, он бы снова, так сказать, пошел в лагеря, и кто знает, может быть, уже и не выжил. Он понимает, и его предупреждают здесь друзья, что лучше вообще остаться в Москве, затеряться в огромном городе. И именно потому, что именно Москва тогда бурлила, и очень приезжало туда художников. Это было связано, конечно, с теми преобразованиями в начале 30-х годов, которые шли во всей стране, но Москва была городом показательным. Принимается план «Большая Москва», это полное переустройство города в плане архитектуры, это прорезание огромных проспектов, это строительство метро, это строительство огромных этих замечательных, конечно же, по сегодняшнему дню мы уже судим, да, конечно, было разрушено огромное количество старины московской, и Москва во многом теряла свою вот эту красоту древнейшего города,
Но в 30-е годы Москва становится вот тем флагманом, да, и показательным городом и для Казани в том числе. И здесь принимается план «Большая Казань». Ну и вот, конечно, и ВСХВ. Это, ну, такая тоже была показательный проект, фантастический, фантасмагорический, даже можно сказать так. Он планировался к открытию в 1937 году, это было 60-летие Сталина. Это был такой действительно год, когда нужно было утвердить советский строй. Прошли первые 2 пятилетки, прошла коллективизация, индустриализация, шла полным ходом. И поэтому, конечно, очень важно было для всего народа показать, каков он есть советский строй. И, конечно же, вот деятельность по ВСХВ это была таким отдельным, очень мощным стимулом для многих художников, которые работали, это просто буквально сотни и тысячи художников. И вот Урманче, как художник, который имеет хорошую уже такую базу, он становится одним из этих художников. Да, и нужно сказать, что параллельно в 1937 году также шла подготовка к очень тоже гигантской выставке индустрии социализма. И уже тогда вот это началось еще с Ассоциации художников революционной России, когда художникам тоже назначались, это был государственный заказ, назначались темы, да, художники брали те или иные темы, они ехали там на Кузнецк-строй, на Донбасс, на Магнитку, в колхозы. Урманче выбирает для себя Башкирию, он ездит на ишимбайские нефтепромыслы и создает там работы для выставки индустрии социализма. И, конечно, его там тоже присматривают как художника, который справляется с большими монументальными задачами. Вот он становится уже, так сказать, включается вот в эту работу по всесоюзной выставке. ВСХВ, конечно, Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Вот он в то время знакомится с Жиловым. Дмитрий Жилов, это вот как раз он слепил его бюст. Они в то время как раз очень много работали вместе и по оформлению павильона животноводства. Павильон животноводства они оформляют вместе с Жиловым. Дмитрий Жилов – это тоже ученик Казанской художественной школы. Просто Жилов учился немножко раньше, но познакомились они именно в Москве, и они вместе оформляют вот павильоны. И Урманче расписывает вот великолепный совершенно барабан павильона Башкирской ССР. К сожалению, почему-то он не был привлечен к строительству и оформлению павильона Татарской ССР. Им руководил архитектор Гайнутдинов, а главным художником был Петр Спиранский. Но вот по соседству буквально это было, эти павильоны они находились друг против друга. И вот Урманче работает над росписями. Абсолютно, посмотрите, вот этот стиль, который он когда-то избрал в 20-е годы, он фактически вот этот стиль, он его пронес через всю свою творческую биографию, всю свою творческую деятельность. Совершенно были, конечно, потрясающие годы вот этих конца 30-х годов в Москве, но конечно, к нему присматриваются как к художнику, который, прежде всего, это художник-татарин, который владеет восточными языками. И в то время, ведь смотрите, вот в национальных республиках, таких как Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, это уж совсем они были, да, такие на краю, так сказать, Советского Союза, тогда там тоже такая флагманская была магистральная линия по рождению собственных кадров. Но кадры, они не могли родиться просто так. Ну, возьмем, допустим, Казахстан, да, ну, это же была, конечно же, республика, вернее, это были земли, это были степи. Народ казахский, истинно, ну, такой национальный, они вели в основном кочевой образ жизни, это были кочевья, они вплоть до 30-х годов, 40-х, они еще жили вот тем укладом жизни, который у них был и в 19 веке, и в 18 веке. И вот, конечно же, существовали уже города, такие как Алма-Ата, которая уже возникла, да, но он же тоже, этот город возник путем привлечения туда, конечно, и русских войск, и русские, были там российские, русские власти. И поэтому, конечно, формируется уже какая-то и национальная интеллигенция в этих больших городах, но тем не менее еще казахский народ находился совершенно вот в своей культуре, в своем искусстве, которое было связано именно с кочевым образом жизни. И тем не менее для Казахстана главным становится в 1945 году, у них планируется проведение больших юбилейных торжеств к столетию их национального поэта и акына, певца,
Ну, такой же вот главный поэт, как во всех республиках. Для нас это Габдулла Тукай, который с 20-х годов начинает тоже как бы, да, быть таким иконой, что ли, да, иконой вот татарского народа. Вот для казахского народа был Абай. И вот почему выбор падает на Урманче? Потому что, как я уже сказала, это татарин, который владеет восточными языками, в том числе узбекским и казахским. Он уже в 30-е годы приезжал в Казахстан, он, в принципе, был знаком с этой республикой, и весной 41-го года его приглашают туда для подготовки, потому что подготовка должна была идти загодя, конечно. Это абсолютно было невспаханное поле. Незадолго до этого как раз Абай умер, он прожил тоже очень длительную жизнь, и вот нужно было собирать материал по Абаю, надо было идти по следам, по местам, там, где он жил, там, вообще Абай родился в Семипалатинске, сегодня это город Семей. Конечно же, нужно было пройти по его вот местам его жизни, его творчества, да, вот те кочеви, те джеляу, как тогда их называли, да, там, где как раз были люди, с которыми, вернее, которые общались с Абаем. И вот эту задачу ставят перед Урманче. В 1941 году он приезжает в Алма-Ату. И сразу включается вот в эту творческую большую свою жизнь, начинает путешествовать по всему Казахстану, как я уже сказала. Но для него становится главным не только Абай, да, творчество Абая, его запечатлеть и вообще как бы изучить его жизнь и творчество. Еще Джамбул был у них такой замечательный деятель. И Амангельды. Амангельды – это революционер. Ну, сами понимаем, о каких годах идет речь. Конечно же, там, боевой путь революционера, который проводил советскую власть в Казахстане, это тоже была задача номер один для художников, ну и вообще для литераторов, для людей искусства. И поэтому попутно Урманче занимается вот этими всеми темами. Его мастерская, у него, ну, вообще это были годы, когда мастерских специальных помещений никогда никто не предоставлял, их и не было. И Урманче ему предоставляет место в только что созданном театре оперы и балета. Теперь он называется имени Абая. Здание тогда еще тоже только-только начинало строиться, вот только в построенном здании. Это замечательное здание, очень красивое. Ему там дают мастерскую, и, конечно же, он знакомится со всеми актерами, писателями, художниками. Он включается вот в эту абсолютно потрясающую художественную жизнь. А вот, как я говорю, что вот Урманче привлекли как художника в Казахстан, но, например, как композитора, как и создателя национальной казахской оперы привлекают туда композитора Брусиловского. И вот сегодня в Казахстане, и в Астане идут оперы, которые создал Брусиловский в 30-е годы. Это вот первая национальная опера, создана ленинградским и московским композитором, который осел в Казахстане, в Алма-Ате и создавал вот эту национальную оперу. То есть вот шла работа по всем направлениям создания национальных видов искусства. И делалось это, прежде всего, не казахами по национальности, да, а людьми, которые приехали, но восприняли эту казахскую культуру во всей вот своей глубине. Они прониклись вот этой культурой, потрясающим искусством, да, потому что казахское искусство – это невероятно красивейшее, ювелирное. Это войлок, конечно, это ковроткачество. Ну, совершенно потрясающие образцы казахского искусства, конечно, можно сегодня увидеть вот в Казахстане, и в Алма-Ате, и в Астане. Вот здесь недаром, да, вот эта работа находится вот в соседней, так сказать, нашей рекреации. Потрясающий портрет Шары Жандарбековой. Это одна из самых первых актрис, танцовщиц, певиц. Она была женой главного дирижера этого театра Жандарбекова. Но, в общем, она была, конечно, одной из ярчайших звезд той плеяды первых казахских певиц. Конечно, вот он ее запечатлел здесь, но совершенно невероятная работа, которая просто показывает нам не только национальные вот и орнаменты, вот эту красоту, и национальный типаж, но и всю вот эту гармонию казахского народного искусства. Первой работой, монументальной работой у Урманче становится работа над бюстом революционера Виноградова. Он эту работу реализовал, она установлена была на одном из пересечений улиц. И вот мы видим как раз фотографию Баки Урманче за работой над этой, это 1952 год.
Буквально вот несколько лет проходит, как он находится в Казахстане. И параллельно, конечно, он работает над... это как бы текущие параллельные заказы. Но главная его тема – это Абай. Сказать хочу об этой работе. Виноградов до сих пор сохранен, но в Алмате они, в общем, поступили где-то, с одной стороны, и мудро, с другой стороны, ну, не знаю, наверное, это может быть и правильно. Вот в Казахской Национальной Республике, которая сейчас уже является абсолютно самостоятельным государством, конечно же, вот они, спасибо им, что они не уничтожили советское монументальное искусство, памятники Ленину, революционерам, там, борцам за советскую власть. Сегодня они это все собрали в одном большом парке, так сказать, говорю о своих личных впечатлениях. Была в 2 экспедициях в 2017-2019 годах, тоже проехала несколько городов Казахстана: Алмата, Астана, Караганда, Балхаш, все, наверное, да. И поэтому говорю о том, что видела сама. Это вот такое зрелище немножко фантастическое, да, когда вот в одном пространстве собираются разномасштабные работы. Это и гигантский Ленин, и вот такой достаточно камерный Виноградов, работы Урманче. Ну, в общем, в любом случае здорово, что это все вот сосредоточено. Ну, как знаете, как экспозиция, ну, своеобразная музейная экспозиция, только под открытым небом. Но тоже зрелище очень интересное и такое необычное. Вот и, как я сказала, уже Джамбул. Это тоже один из самых таких значительных персонажей в искусстве и культуре Казахстана. Вот об этой работе, это была одна из первых работ, созданная скульптором Баки Идрисовичем Урманче. И она была установлена в Академии наук Республики Казахстан, тогда была Казахская ССР. И на сегодняшний день, к сожалению, ее местоположение вообще неизвестно где. И, кстати, еще в 80-е годы, еще при жизни, Урманче сам сетовал, в своих воспоминаниях он об этом говорит, что, к сожалению, он не знает, где сегодня находится эта работа. То есть она исчезла из интерьера Академии наук еще, так сказать, вот где-то в 70-е, 80-е годы. И ему было жаль очень этой работы, потому что на самом деле работа очень правдиво и правдоподобно воссоздает вот облик Джамбула. А Джамбул, как я уже сказала, это тоже акын, тоже поэт. И он еще, кстати, вот Урманче застал его еще живым. То есть он где-то вот как раз в конце 40-х годов он уже умер, тоже будучи очень-очень глубоко пожилым человеком. Как я уже сказала, Урманче ездит по Казахстану. Он с упоением просто вот в эту жизнь включается. Вот эти юрты, это совершенно еще подлинные, аутентичные юрты, их убранство. Вот запечатлевает он в своих рисунках, у него очень много рисунков, и в коллекции нашего музея карандашом сделанных, когда он и запечатлевает процесс, как собирается эта юрта, как она достаточно быстро и разбирается. Да, это все было, так сказать, сделано так, чтобы это все делалось, поскольку кочевья менялись с места на место, передвигались, то, конечно же, юрты были достаточно мобильно складывались и раскладывались. Все это его невероятно увлекает.